сделали завысили оценку бандитизма, ну, дабы оправдать депортацию целого народа. Но, как говорится, я надеюсь, что участь этих людей, которые приложили руку к депортации нашего народа, этих людей участь ждет перед Всевышним Аллахом, да не только Нохчи народа и всех остальных депортированных народов, вот, сколько бы их не было, вот, всех, кто умер, да примет Всевышний Аллах их души в райских садах, да проклянет Всевышний Аллах тех, кто приложил руку к тому, чтобы были, как говорится, депортированы невинные люди с Кавказа, да и всего Советского Союза. Мы, конечно же, должны понимать, что бы ни происходило, как бы ни происходило, все это нужно учитывать, все моменты раскрыты, были ряд документов, архивных документов, что никакого белого коня с золотой сбруей чеченцы не дарили гитлеровской армии. Это все уже опубликовано, раскрыто, о завышенных числах об этом тоже раскрыто. Поэтому я думаю, что для людей, которые не являются ксенофобами явными там, или чеченофобами и всем остальным, использовать данные материалы они не будут, только глупые, недальновидные люди будут говорить, что Нохчи были там якобы предателями и так далее и тому подобное. Конечно, есть некоторые соседи, которые очень сильно любят это, используют особенно. Мы знаем, когда становится вопрос возвращения ауховцам их домов, их родную землю, возвратить название района, возвратить название селам, начинают говорить, выдумывать всякие сказки и байки. Но это участь тех людей, которые всегда будут оправдывать, говорить, возвеличивать Сталина, Берию, Гвишиани, да кого угодно, только бы не вернуть всем поэтому думаю, что, иншаллах, все в руках Всевышнего Аллаха. Документы по 23-му мы не раз публиковали и про коня, и про все остальное. Вот, поэтому Севилликсет, я за свой Нохчи народ, я за свою родину переживаю. Поэтому, если ты так уж очень сильно хочешь за кого-либо воевать, или а не болтать языком, у тебя есть прекрасная возможность пойти добровольцем, или на сторону России, или на сторону там кого-либо другого, и там доказывать, показывать свое мужество, а не сидеть в интернете и не болтать языком. Вот, такие горе-герои, как ты, делают все, чтобы развязать
войну, чтобы стравить людей, чтобы на них завели уголовные дела и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому, уважаемые мои братья, сестры, молодые ребята, я вас очень прошу, не закидывать ложную информацию, не распространять его, не говорить того, чего не знаете. Все может обернуться не так, как вы думаете. Особенно в социальных сетях, где сейчас и предупреждения, и все остальное. Оставьте ненужные вещи, оставьте дело это политикам, пускай они сами вернутся. Документы по депортации быть обнародованы, я думаю, что они... нет, они в основном все обнародованы, поэтому, да и на всех каких-либо больших мероприятиях и в Кремле это тоже признают, закон о реабилитации есть. Не важно, что некоторые люди их не исполняют, конечно, ну, как не важно, в кавычках не важно. Так-то, конечно, должны были все исполнить, вернуть родные дома, земли, всем, кто говорит, как говорится, о том, что их насильно переселили туда. И если их насильно переселили, была прекрасная возможность за 75 лет вернуться, 78 лет, вернуться обратно домой, возродить свои дома, если они были в горных районах, или же уехать в прекрасные отстроенные новые районы, куда попросили их вернуться, не требуя там дополнительное какое-то финансирование на то, все или другое. Если говорить, якобы дали какие-то компенсации, валикум ассалам, Умар, дали компенсации, дали там что-то, землю взамен, но жители этих домов, этого района прекрасно знают, какова является реальность и что происходит. Знаем и мы, поскольку ауховцы – это часть нашего народа, мы прекрасно это знаем, эту боль, и руководство региона нашего всегда это озвучивает и говорит об этом. Поэтому рассказывать или говорить о том, что ауховцы никогда не отказывались от Ауховского района, от возвращения своих родных домов, от возвращения своего района, и не будут отказываться. Насколько я знаю, ни одного документа, что они отказываются, такого нету. Поэтому Дела Сайд Мухаммад переживает за это дает лучше, дает лон, сама говорит, нет. Вот. Поэтому я думаю, что в принципе как таковой проблем с этим нету. Но что касается закона о реабилитации, принятого и, к сожалению, алейкум ассалам, не исполнившегося, когда это будет решаться и как будет это решаться, посмотрим, будет ли это решаться или на протяжении еще, не знаю, скольких там лет все будут рассказывать, уверять, что это было не только насильственное переселение чеченцев там в холодные степи Казахстана, Киргизии и так далее и тому подобное, но и переселение с одного района горного Дагестана, переселение в другой район, другие районы Чеченской Республики, или же Ауховский район. Поэтому думаю, что с этим вопросом, как говорится, никаких проблем нету. По Свифту вопрос еще не закрыт, Свифт не отключили.
переводы делать можно спокойно. Вот буквально сейчас от Адлана я получил доната. Вот наш брат Адлан Гендеевич отправил донат, и я его получил. Насколько я знаю, Swift работает, PayPal тоже работает, поэтому с этим никаких проблем нету. Вот. Дальше. Вот. Ну, по остальным вопросам касаемо нашей истории, я готов отвечать, общаться, если у вас есть. Вот. Трагедию никто не забывает, поэтому и никогда не забудет. PayPal, ты отправь на PayPal, узнаем, работает или нет. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Вот. Пока так. Честно говоря, Украина, значит, да, в итоге войну натолкнулся. Вот. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Это неправда. Банкоматы в Чечне работают. Я только что ходил и снял со своей карты 1000 рублей. Все работает, никаких проблем нету. Ни с какими банкоматами, ни с какими магазинами. Хватит распространять ерунду. Тот, кто этим занимается. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Сейчас. Отправлять я пару часов назад домой отправлял. Вот. Дальше. Дальше. Не поднимайте панику, ничего, поднимать панику не нужно. Вот. Ненужные разговоры не нужно вести. Я в Хайбахе был несколько раз. Я не олигарх, мне нечего переживать за это. Да, Башлан, давайте не по теме чеченских типа. Ты можешь как-то примерно представить. Дальнейшие события, все в руках Всевышнего Аллаха. Аллах знает лучше. Башлам, земля под нами, вперед, мусульмане, Боже. Я с 94-го года дома. Я знаю, что творилось здесь. Я знаю, как переживали за это. Я много чего знаю. Поэтому удивляться – это не мой конек. Геополитика – это страшное дело, страшная сила. Поэтому давайте я не буду углубляться. Чтобы завтра, послезавтра, послезавтра, я не Ванга, не предсказатель. Все будет хорошо.
Поэтому мне интересно другое. Вот сейчас вроде бы говорится судьба. Я смотрю в Фейсбуке, при загрузке уже проблемы. День-другой глючит потихоньку. Если отключат социальные сети, что будут делать тогда интернет-герои, интернет-воины, которые рвали и метали здесь и делали всю работу? Что дальше будет? Вот это вопрос. Как дальше? Людям придется выйти, людям придется работать, трудиться руками. Нужно будет заниматься огородом весной и всем остальным. Как же вот эти маникюры, педикюры и все остальное, как все это будет, как дальше жить-то? Я понимаю, что есть китайский ТикТок, на который сразу так многие перешли, поэтому узнают, какого цвета небо, каково это работать, это будет уже интересно. Вот. Высказывание этого болтуна, да, до меня доходило это сообщение, но Чичваркин это просто болтун, не больше. Саид Мамад Диэль, Дамачохум Элика, Алам, историки тоже бахя. Я от этого ничего не потеряю, абсолютно. Руки и ноги есть. Свою работу я прекрасно знаю. Работать умею. И физическую работу, и любую работу. Поэтому Чичваркин болтун. Чичваркин абсолютно не переживает ни за Украину, ни за кого. Просто хочет уничтожения чеченского народа. Поэтому такого рода беглых олигархов и болтунов слушать и распространять никакой гордости не дает. Сперва думал сделать пост, а потом зачем я буду обращать на этого болтуна внимание, который уехал в Англию и сейчас призывает нанимать всех чеченцев с Европы для войны. Пускай сам идет воюет. Чеченцы отвоевались 20 лет, хватит. Уже и этот болтун будет теперь уже призывать или говорить. Не знаю, наверное, если бы я бы такие высказывания делал, наверное, бы посадили. Севель, как там-то, Севель туда-сюда. Мне жалко каждого представителя моего народа. Еще раз тебе говорю, если ты так переживаешь, ноги в руки, и вперед можешь поехать и работать. Работай, Севеликс, там, вытаскивай, делай все, что говоришь. Но сидеть в интернете и об этом чесать, я считаю, что это удел не представители нашего народа. При заключении договора, контракта, когда ты идешь на работу, просчитываются все риски и все, поэтому нужно знать, куда идешь, как идешь. Для этого и учатся люди. Вот. Поэтому, да, ладык не ходу. Дальше. Бокс, не знаю. Я бокс не смотрю. Чеченские национальные интересы за национальную день, да? Она должна быть одна. Это возвращение исторических.
все нормально в одно солнечное утро после... Да, سمعت كل زانقر. Вся жизнь. И брат Ахмед Ахмад, Аллах дал свою адана дал духуа будущее на кизашка судолил. Да не знаю. Не видел. Ну, во-первых, я не пропаду без вести, это ты можешь под левой страницей всё болтать. Я сказал то, что я думаю. Я желаю всем мирного неба над головой, что договорятся и все наладится и в России, и в Украине. Надеяться нужно на лучшее. Вот. Ну, коль играешься с геополитикой, должен знать, каковы его результаты. Поэтому ты можешь хоть миллион раз писать снова и снова, ты даже и понятия не имеешь, в принципе, о чем ты пишешь. Ты просто-напросто, может быть, кнопочный герой. Создав левый ник, пропадешь, не пропадешь, это болтология. Свое мнение я высказал. Я противник любых войн. Вот. Ну, каждый решает. Я не президент России, не президент Украины, не президент Чечни. Вот. Я обычный простой житель Чеченской Республики, которая ведет свой блог. Что ты хочешь от меня? От того, что ты языком чешешь или что-либо скажешь, ничего не поменяется. Просто-напросто людей сбаламутишь и все. Какую сторону ты хочешь принять, я тебе сказал. Можешь двигаться до ближайшего военкомата и там записаться в ряды. Поэтому не болтай того, что не знаешь. Алихан, брат, сообщение, 2 вопросительных. Написал брат Алихан, задонатил. Алихан, дал сайл, будешь на гезашка суду, лил везенде. 2 вопросительных знака ты прислал, я не понял, ты вопрос хотел задать или просто... Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху.
Так, это все прекрасно, мои власть имущие. Амад Мажидов, РСХ. Ой, да что. Да, мне пришла эта фотография, в двух версиях пришла. Некий Аушев Ибраим или Адам там написано, я не знаю, кто это. Он написал, что якобы Ваха Алиев является представителем, короче, соседнего нашего народа. Но Ваха Алиев это исконно чеченец, селение Чечен-Аул. Его брат Шерпудин Алиев, тоже младший брат, который написал ему письмо о депортации чеченского народа. В Грозном переименована улица в честь Вахи Алиева. Он никогда не был ингушом и не будет. Он чистой ночью. Написать как-то пока не дошло дело, но есть автобиография, есть, как говорится, все данные о нем, поэтому я абсолютно не переживаю. Опубликую, конечно, опубликую. Зачем присваивать чужих героев лишний раз? Если есть место рождения, если есть откуда его забрали, все документы, зачем приписывать, я не знаю. Потом, когда я разоблачаю их, получается, что я там кого-то не люблю или кого-то там ненависть у меня к кому-то. У меня нету ненависти никому. У меня есть конкретно претензии к людям, которые врут. Машу, я тебя вместо себя могу отправить, ты можешь поехать. Прямо с таможни можешь направиться и поехать туда, куда хочешь. Я остаюсь у себя дома. Сосайцау. У меня дома вот столько проблем, которые нужно решить. Поэтому по Вахе Алиеву пост я сделаю обязательно. Я бы не сделал, если бы в 2-3 вариациях его не видел, честно сказать. Но люди не угомонятся, пока мы эту ложь не опровергнем. Она так и останется ложью. История, конечно, вещь очень хорошая, но перевирать не стоит. Башлам, значит, они из любви к нам говорят, что все хорошие чеченцы. Это... Я не знаю, из-за любви или не из-за любви, но факт остается фактом. Прошлый раз, когда сделали, тоже сказали, что, оказывается, 100 лет тому назад убрали этот сайт, хотя на второй день он исчез каким-то образом. Это тот ли или другой кто-то подделал, я не знаю, честно сказать. Но когда опровергаешь, всегда крайним оказываюсь я. Вот так получается. Да, я сегодня по эфиру понял, что у нас, оказывается, все занимаются геополитикой, все военные стратегии, войны, знают, кто такой Зеленский, знают, кто такой Путин, что будет дальше, всю военную стратегию. То есть можно на войну не идти, здесь все решить раз и... Весь мир не может решить какую-то проблемную ситуацию из-за продвижения и размещения в западной стороне блока НАТО. А вот сидящие у меня в эфире все знают, как эту проблему можно ежесекундно решить. Решить вопрос со Свифтом могут, решить вопросы со всеми интернет-проблемами могут решить. И я, конечно, это реально в шоке от вас. Если бы вы хотя бы еще знали бы немножко историю, было бы хорошо. Но имеется в виду, прежде чем это все говорить, суть хрен редьки не слаще, есть такая пословица. Поэтому влазить в геополитику, это... Ну, не слушайте, я, честно сказать, я уже, знаете, уже перестал от этого. Уже отошел от этой всей темы. Шлам стратегии. Да, у нас есть один генерал стратегического назначения. Как ни странно, он не выступил по этому вопросу. Он решил сейчас докопаться до кабардинцев, оказывается. Мы получили. Как там поговорка? Бакар, как там поговорка, он говорил, черкесская.
мы отдали своих женщин, чтобы получить землю или что-то такое, ляпнул наш, видать, решил потявкать на черкесов и адыгов. Посмотрим, как отреагируют наши братья-адыги. Конечно же, такой пословицы уверен, что у черкесов нету. А если вопрос касается непосредственно Марии Темрюковны, то мы об этом говорили. Не стоит, конечно же, говорить об этом в таком плане. Кто-то, один из местных князей, решил заключить договор. Кто-то решил заключить такой же сепаратный мир с Ермоловым. Кто-то там с грузинскими князьями тоже решил заключить. Много же есть, я не знаю. Интересно, злой Изи что сейчас делает? Наверное, куда-то сейчас тоже лыжи навострил. Он же там герой, воин в зеленых штанишках. Там. Интересно, он пошел разбираться. Он же говорил, что он такой крутейший из крутейших. Что у него там случилось, никак не пойму. $177 дойдет до 100 рублей. Доллар дойдет до 100 рублей, только не сразу, а со скачками. Ну, долларов у меня нету, евро у меня тоже нету. И рублей, в принципе, тоже как таковых нету. Я за это не переживаю. Что будет, то будет. Поэтому, честно сказать, вон у Маршу, там он же за столом с евро, с российскими рублями, с шашлыками, фотографии раскидывал там. Вот, думаю, что Маршу может это немножко поколебать. Он, наверное, уже на эти рубли купил себе евро, доллары, запасся, как говорится. Поэтому... Не, так я, эти канадские $10 у меня на PayPal висят. Не смог я их ни снять, ни тронуть. Злой Изи только под себя идет. Ну да, походу, видать, так и есть. Бузик сейчас накатит конкретно на черкесов, на адыгов катит. Рассказывает небылицы про них. Ну, не только про них. Он добрался и до... Якобы и до... Нет, и до осетин немножко добирается. Если убрать... Так, вот как-то так. Конечно, нет, мы же зачитывали. Я зачитывал по книге Хасана Бакаева тематику про Марию Темрюковну. Поэтому за это переживать, в принципе, как такового не стоит. Вопрос Ауха не решен. Этот вопрос до его решения так и будет висеть, так и о нем будут говорить. Поэтому миру от твоей фотки только деньги не мои, а подписан Башламу с Европы. Не знаю, Башламу с Европы ничего не дошло. Так что ты за это не переживай. Все, кто там говорил, что дойдет, они слились, пропали, у них сразу кризис. Там сейчас другой канцлер Германии, там он, видать, ну, как куда идут он. Хахельче хазхецун маршо. Хай Сайд Мамади, дольшу, и все хорошо у вас. Дала ки изашка сохули ты илшой. Поэтому... Дальше.
Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Дер ват сумдяш юнаде. Юнаде, сон хезек бадуй, сон тоже, оказывается, харачоя и вайзелем ой ват бош, сахум штуч хазаун генере просто. Оказывается, Зелимхан Харачоевский тоже не наш. Так, Зелим Ахлац. Да, в принципе, разоблачили очередной раз. Ва алейкум ассалам, Валид. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. То больше бу бочарда он дац. Мои, как говорится, может быть, если бы у Маршо такой, знаешь, хотел саркастично под эту фотку как-то раздраконить меня, закинуть, но это оказалось, к сожалению. Я не стал эту фотографию писать фейк и разоблачать, но зачем? Шоколад съел, шашлык съел, доллары, рубли в карман положил. Настоящий бехенчи, как говорится. Красавчик. Ну что от рыжих еще ожидать? Такова жизнь, как говорится. Васарзе Зелимхан Харачоевский был, есть с обоих сторон, и с материнской, и с отцовской стороны, чистым, исконным ногчи. Харачоевец и ногчи был. Башлам, ты видел книгу Ингуши и Абрек Зелимхан? О чем эта книга? То есть, к сожалению, до меня эта книга не дошла. Хотя Джамлей обещал ее, но так и не дошла. Чтобы давать ее аннотацию, я ее не читал. А когда-то видел тебя в реале, не стал подходить, и вот вдруг вспомнил, ты же ростом Таноса, и я представил свою встречу с границей. Надо было подойти, многие братья, когда даже я иду, вот сегодня пешком шел с центра домой, взрослый представитель нашего народа окно опустил, в Окстагоре, салам дал, поздоровался, говорит, не останавливайся, только не оставляй свое дело. То есть от таких добрых, искренних слов наших представителей нашего народа, это, конечно же, это радует, это поддерживает меня. Поэтому знаете, что хорошо самое, что как же хорошо, что ризк от Всевышнего Аллаха. Сегодня от одного из, так считаю, близких мне людей я узнал его нутро, так сказать. Всевышний все-таки раскрывает
сердца многих людей. И, честно сказать, разочаровал он. Разочаровал. И у меня очень много братьев и самашек, достойных братьев, и которые являются настоящими патриотами, всегда поддерживали меня и спорных вопросах, и многих по территориальным вопросам. Вообще, братья Самашек. Но этот человек, конечно, очень сильно разочаровал. Но ничего, как говорится, я рад, что Всевышний таких людей показывает. Оттуда, что сама отправляла и тебе передать просила, думая, дойдет до адресата. Джузи. Вот. Но это ничего. Как говорится, ничего. Все хорошо. Да, есть там один знакомый Рамазотти, который сегодня мне при нашей дискуссии немножко начал высказывать свою ересь. Поэтому нам не привыкать. Самое главное, сам ничего ни разу не делал, но поиздеваться, посмеяться, как говорится, над стримами или прямыми эфирами. Болтать, конечно, умеют все. Элас, переживать за душу движение. Сундера. В следующий раз... Нет, дискуссия была не здесь. Я говорил по WhatsApp и узнал. Но это хорошо. Рамазотти, это хорошо. Я за это не переживаю. Да, Аллах. Ну, хорошо, что узнал. Самое главное, что узнал, это... Башлан, почему все герои Абреки, которые считались чеченцев, вдруг оказываются ингушами? Не знаю. Я, насколько знаю, Абреки в основном были представителями в основном нашего народа, но остальное... Тут дело не в конфиденциальности, просто человек не знает общие правила стримов, прямых эфиров, видать, из-за этого, возможно, или прикидывается, поэтому думаю, что сейчас... Рамазотти, запрос. Салам алейкум. Меч Вахайер. Так. Вроде я принял. Юнади.
Упал Шамиль, он беркет юртер. Если не обреки, кого слышу? Рамазотти, написано, что не можешь присоединиться. Я тебя принял, но почему-то я не вижу, чтобы ты запрос прислал. Так, на Facebook блокнули, Инста глючит. У всех, значит, скоро Инста не будет. Принять. Рамазотти, почему я тебя не могу принять? Алейкум ассалам. Так, если поменять дислокацию, может, так получится. Воспринятие Минауны, Рамзан, что за... Сейчас все равно перезагрузить я должен вроде бы, да? Сейчас говорят, у вас скоро отключат Инстаграм. Говорят. Ну, не слышал ничего подобного, по крайней мере. Если отключат, конечно, это... Что делать будут бомбиты, а шорт его знает. Все перейдут в ТикТок. Станут крутыми тиктокерами. Отключат. Что здесь поделать? Такова соляви. Там вроде бы какие-то моменты были. Я выучил сообщение. Поэтому на Телеграм у меня канал есть. Телеграм-канал я давно уже веду. Не знаю, прямые эфиры возможно там делать или нет. Насколько я знаю, в ВК можно делать эфиры. В ВК у меня тоже есть. Телеграм у меня есть. Facebook, Инстаграм и YouTube. Ну, наверное, если YouTube не отключат, перейдем на YouTube. Сколько смогу, конечно, если смогу. И Адлан, брат Адлан задонатил. Адлан, Аллах да саадвал, будешь на кезашкасу удолил. Телеграм можно делать эфир со своими подписчиками. Ну, Телеграм будем делать. Что будут делать некоторые кавказские блогеры? Они же это не переживут, бедные. Не знаю. Ассаламу алейкум. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Да, ко мне с угрозами там зашел один армейский. Алина, возможно, WhatsApp, Facebook и Instagram принадлежит компании Марка Цукерберга. Все принадлежит им. Вот. Так вот, заходил один горе нордийский подписчик и начал мне предъявлять. Ну, вначале, конечно же, там вынес пару фетв про кафиров и все остальное. Нет, меньше фитны не станет, Рамазотти. Все уйдет, просто они будут у себя в кучке об этом обсуждать. Адлан за братьев, Адык и Лезгинов. От души, брат. Где писали о помощи чеченцам. Стимроу Синджа Синадж, или как там. У меня на канале есть это, все можешь посмотреть. Так вот, он зашел и начал мне нести какую-то пургу. Сперва вынес пару фетв, что я занимаюсь... Башлам, ты отвечаешь на вопросы? Да, отвечаю сюда, конечно же. Башлам спросил подписчик. У меня на канале, спустишься, там есть вырезки.
где чеченцы помогали, собирали лекарства, деньги собирали, помогали беженцам из пригородного района. Это все есть у меня на канале. Посмотри, надо просто немножко спуститься. Так вот, этот Намнийский, сейчас я перезагружу. Не теряйтесь, заходите в эфир. К сожалению, часовой трафик наш закончился. Нам нужно перезагрузить. Можете. И дальше мы продолжим. Я отвечу Башлами, отчество, Хейц, Езбиацу. Я отвечу на вопросы и расскажу вам, что сказал этот норнеец, и постараюсь до него донести. Я надеюсь, он здесь есть, может, сейчас поймет. С телефона тоже можешь уходить в эфир в Ютубе. Я постараюсь, брат мой, постараюсь, если потянет. Так, сейчас. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Так, сейчас подождем немножко. Валикум ассалам, пока соберутся наши подписчики немножко. Нас и так немного, в принципе. И продолжим. Продолжим эфир. Поясню некоторые моменты по истории. Ты газетные, когда вырезки увидишь, там напечатано, именно на них останавливайся. Последние вот 4 года, ну да, я понимаю, что их очень много. Посмотреть надо, поискать нужно. А так они есть, конечно же, вне всякого сомнения. Я опубликовал их. Валикум ассалам. Уардлошка, масярик салам маршал. Нужри. Да, этот генерал стратегического назначения стал уже, оказывается, изучать фольклор братьев адыгов, черкесов. И говорит, что якобы есть такая пословица. Я бы хотел спросить Я обязательно спрошу, когда придут наши братья адыги в эфир. Они придут. Есть ли такая пословица? И слышали ли они, что Бузик говорит такую ерунду? Я несколько раз отправлял. У меня телеграм-канал. Мой канал. Башлам, нижний дефис 20. Вот. Насколько я знаю. Там все, кто не подписан на мой телеграм-канал, там вот сейчас постараюсь. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. На английском сейчас постараюсь набрать. Нет, с маленькой. ТТ.
PS, двоеточие, 2 дефиса, Т, точка, МЕ, боковой дефис, башлам, нижний дефис, 20. Вот ссылка на мой телеграм-канал всем, кто не знает. Можете посмотреть. Он существует давно. Уже тоже на нем все почти что мои публикации. И те публикации, которые я не публикую на Инстаграм, тоже там есть. И, само собой, можно оттуда убрать, перепубликовывать, там, опубликовать у себя. Так вот, этот нарниец зашел, вынес мне фетву о том, что я там являюсь таким-то, таким-то, там, не чеченцем. Почему-то меня приписывает, говорит, что у меня осетины мои, там, наверное, представитель осетин. Я не знаю, что во мне осетинского, честно сказать, но факт остается фактом, болтать, как говорится, не мешки воротить. Ну да ладно. И рассказывает, он говорит, вот ты говоришь чушь, рассказываешь, стравливаешь людей. Ты сказал у себя в эфире, что якобы Сулумбек Сагапшинский является чеченцем. Вот, в прошлом эфире я, говорит, был у тебя в эфире, там, короче, это не так, он и так далее, и тому подобное. Ну, во-первых, человек, видать, недалекого ума, а мозгов с гулькин хвостик. Во-первых, я сказал, что я не отрицаю. Я сказал, что Сулумбек Сагапшинский является чеченцем. Столько же, сколько ингушин. Поскольку он является Уарстхо. А Уарстхо это такие же и Нохчи, и Алла, поэтому он является чеченцем. Но люди, которые не являются недалекого ума, к сожалению, не понимают, что им говорят, о чем речь идет, а потом там пишут под левыми никами, вот тебя знают все у нас там в регионе. Я ничего плохого никогда ни про один народ Севера Кавказа, да и Закавказья плохого не говорил. Если вы не врете, если вы не рассказываете Аслам Хатиреги Ахуду о эфире. Ажасти Тимров, Ахсюк, Губах, я тебе 100 раз, миллион раз я тебе ответил. Хайнцалей, Хатилеги Ахуду Асхуни Айтаняц, это те, кто попросил Цуни Айтаню. Я тебе сказал, вся информация есть у меня на странице. Нужно посмотреть, что я еще тебе могу сейчас сказать об этом. В Телеграме тоже есть эта же информация, я тебе сказал. Я отвечаю на все вопросы, я рассказываю про историю. Тебе ответил уже несколько раз, а ты мне опять же про свое говоришь. Я не видел, что ты сказал. Мне накладно, я сейчас искать, я просто веду эфир. Как я его сейчас буду искать? Если свободное время не будет, я найду и отправлю тебя в директ, скину. Если ты пришлешь точку, если я его найду. Вы так говорите, как будто любой человек, когда я что-то опубликую, закидывает, говорит, сон хаяйтай. Я говорю, в Телеграме возьмите, там можно скопировать, взять и текст можно, и видео взять можно. Но не могу я все одновременно делать. Я говорю, я знаю, что я публиковал, какие документы я публиковал. Я говорю, поддержка, оплата, сбор денег на лекарства, что беженцев принимали с пригородного района, видеоматериалы. Все это есть у меня на канале. 3 года тому назад это я опубликовал еще. Каждый документ, который находил. Каково ваше мнение? Мое мнение такое, что война это плохо. И не нужно заниматься геополитикой, если ты не собираешься, не можешь довести
ничего до конца. Вот мое мнение. Я желаю скорейшего решения этой проблемы. Я желаю мирного решения этой проблемы. Чтобы ни один, ни украинец, ни чеченец, ни русский, никто не погибал. Договорились мирно, решили этот вопрос. Живя с таким государством, как Россия, огромным государством, как Россия, нужно понимать, когда ты заигрываешь с Западом, каковы будут последствия. Никто не хочет позволять у себя на границе выстраивали какое-то оружие, которое может уничтожить это государство. Или нанести превентивный удар первый. Муслим 05-020. Я думаю, ты бы не согласился, если бы мы с тобой были два соседа, и я направил бы, поставил бы у себя в огороде, я не знаю, пушку, направленную на твой дом. Ты бы согласился на это? Стимрол, я тебе сказал, в директ отправь точку, если я найду, я закину. Вот. Остальное, вот это, надеюсь, по Сагапшинскому я ответил. Те родственники, друзья, которые связались со мной с Унжинского района, Ингушетии, после этого эфира, когда я говорил о Сулумбеке Сагапшинском, мне написали, сказали, что Сулумбек Сагапшинский являлся Уарстхо. И нигде, никогда он не записывал себя как ингуш. Я не знаю, это правда или нет. Walлахи, биллахи, талахи, я не знаю. Но то, что его потомки сегодня некоторые называют себя ингушами, оно вполне возможно. Я не знаю об этом. Но те, которые связались со мной, написали, сказали, что он был Уарстхо. Только Уарстхо. Ни чеченец, ни ингуш, что он был только Уарстхо. Это то, что было. Прислали ко мне, звонили ко мне и говорили. Если вы с чем-то не согласны, или у вас есть ЖБ доказательства, которые говорят, что Сулумбек является там представителем того или иного народа, вы можете опубликовать. Сказать, вот здесь написано, что он являлся таким-то, таким-то. У меня такой информации нету. Я помню, Ахмад Бархо обещал, что он опубликует, но я этого не видел. Возможно, есть, возможно, нету, я же не спорю. Я сказал, Сулумбек Сагапшинский такой же чеченец, как и ингуш. Потому что он является Уарстхо. Уарстхо это и Нохчи, и Галга. Вот все, что я сказал. Если вы не понимаете, если вы не знаете, что я говорю, надо задавать вопросы в эфире. Вы можете показать свое личико, не прятаться, как Гюльчатай, я не знаю, а потом, не поняв мои слова, писать мне в директ и выносить какую-то фетву. Тем более с учетом того, что вы не мулла и никто, чтобы выносить такие, как говорится. Я никого ничего не принуждаю. Я никого к себе не приписываю. Иваха Алиев является исконно чеченцем. Из селения Чечен-Аул. Если вам не нравится, если вы чеченские песни, чеченский фольклор, чеченских героев, мне без разницы, какой бы национальности они не были. Я по этим же вопросам веду дебаты и с кумыками тоже. Потомок Ачерхаджи, являющийся из тейпа Гендергно, говорит, его прямой потомок говорит, что он Нохчи. Что, как его зовут, показал свое лицо, закинул. А со мной спорят какие-то мнимые, я не знаю, воины, историки, которые говорят мне, что он является кумыком. Да не является он кумыком. Вот. Какие-то спорные вопросы, которые мы ищем, исследуем, смотрим, как и про Ташухаджи Саесанского, и про остальных. Мы расследуем, смотрим, работаем над ними, изучаем документы. Понимаете? Поэтому я не знаю, чей он твой пращур. Ачурхаджи есть прямой потомок Ачурхаджи, и он не твой пращур. Есть статья, можешь посмотреть,
позвонить, узнать, сдать ДНК. Он из тейпа Гендергно. Место своего проживания, как он ушел, как они переселялись, как их преследовали. С царских времен, советских времен, когда боялись даже называть его фамилии. Он все это рассказывает, никаких проблем с нету. Он живет в Норвегии. Я с тобой не спорю. Ты говоришь, ты вот он, не знаю, вы можете поклясться оба на Коране, и вопрос решится. То же самое про Ташухаджи. Кроме того, что он написал, больше ничего нету. Якобы написал. Но это еще, как говорится, я не могу. Я не могу сказать однозначно. Но тут речь не идет только об этих героях. Речь идет о любых героях, которых приписывают. Нам-то проблем у нас с героями нету вообще. У чеченского народа проблем с героями нету. У нас есть Бейбулат Таймиев, Ушурма и много-много-много. Но если вы печатаете, будьте готовы, что надо, мы будем доказывать свою правду. Вот и все. Вот. Остальное, что касается фольклора, что касается... Я не пытаюсь скрыть или как-то укрыть, как говорится, факты о дружеских взаимоотношениях. Дружеские взаимоотношения были. За свой народ боролись, Шамиль, КРКВ. За Нохчий народ. За Кавказ. Не за тебя, не за меня, а за свой народ. За свою родину. Если кому-то не нравится, но не печатайте. Не печатайте ложную информацию, недостоверную информацию. Или хотя бы напишите, вот есть еще одна версия. Ни больше, ни меньше. Ладно. Нет, ничего не случилось. Дальше. Рамазотио эфирявала запрос. Хаяйта принятие Лурию Азервоса. Что такое у него? Что с эфирами? А что случилось? Что изменилось у тебя? Я человек, который исследует, ищет, проверяет и публикует. Есть живые люди, которые предоставляют информацию. Я говорю о них. Ты можешь остаться, ты можешь уйти. Это твое личное дело. За хорошие взаимоотношения от этого у меня не испортится отношение ни к кумыкам, ни к нагайцам, ни к остальным. Но, извините, спорные варианты как были, не больше. Бойсхар, я знаю, как написано, и я знаю, что да как состоит. Понимаешь? Прекрасно. Но то, что хадж, тайпан дышный хил алязинаду, цуантру хил алязинаду. Поэтому вопросы нужно изучать, нужно исследовать. К сожалению, сегодня мы не можем сдать ДНК-тест. Это самое, как бы, было бы достоверным, но надо изучать этот вопрос. Все время спорить и сидеть, говорить об этом тоже никто не собирается. Ассаламу алейкум, санхами, босул вежри, Аллах да веркати болдувай цанхитар. Адлан Гурсаев. Дери схил Адлан, да, бухуахуа. Миру мир, Дери схил за то, что переживаешь, что пока не закрыли. Не нужно обижаться, не нужно разочаровываться, не нужно говорить там. Я раньше слушал, вот я высказал это мнение, все. Если я это мнение высказал, то обижаться и говорить, что это так или не так,
это мнение каждого человека. И героев Чечни, и героев Ингушетии я считаю своими, несмотря на то, что я адыг. Братьям адыгам салам. Зачем вообще разделять героев на наш и не наш? Есть разница, к сожалению. Если Иса 13, если сегодня становится вопрос о национальной принадлежности, если все остальное, как бы, историю делят, то так не бывает. Общие герои, это было, когда один регион, когда все говорили вместе. Сегодня, 23 февраля, день депортации чеченцев, Нохчи и ингушей, все чеченские паблики, как один, писали везде депортация чеченцев и ингушей. Или депортацию вайнахов некоторые писали. А представители даже вплоть до государственных телеканалов наших соседей везде пишут депортация ингушей. Ну, депортации ингушей не было как такового. Почему? Потому что отдельного народа в то время не было. Были чеченцы и ингуши. Отдельности не было ничего. Поэтому и пишут, прочитай книгу Хасана Бакаева. Валид, у меня эта книга есть, и я ее не то что прочитаю, я ее рассказываю и зачитываю в эфире, каждом эфире, по 2, как говорится, абзаца. Вот. А что касается, если они делят, если они хотят по отдельности, то приходится. По официальным данным, они говорят, 490 с лишним тысяч было чеченцев, и где-то 92 тысячи было ингушей во время депортации. Но вообще я слышал цифры немножко другие. Где-то 650 тысяч чеченцев и 110 тысяч ингушей. Ну да ладно, это оставим на, как говорится, Всевышний знает лучше. Вот. И по этим вопросам мне многие присылали скрины, где отдельно они пишут. Но раз хотят отдельно писать каждый свою историю, тогда, извините меня, и герои должны у каждого быть свои. Поэтому никак нельзя, как говорится, мы очень сильно пострадали во время Великой Отечественной войны. Все чеченские герои, которые участвовали в Великой Отечественной войне, вплоть до нашего уважаемого Маулади Висаитова, были приписаны к разным национальностям. Были приписаны к азербайджанцам, допустим, Ахампаша Нурадилов, были приписаны к кумыкам, были приписаны к аварцам, были приписаны к терским казакам. Это чеченские герои, это всем известный факт, ничего такого нету. Если даже не говорить о других цифрах, я могу сказать по своему родному дедушке, который дошел до Берлина, которого тоже приписывали там, другое имя дали, чтобы его не депортировали, с фронтов не забрали. Поскольку он сам с самой Манчжурии воевал и дошел до Берлина. Но не прямой имеется в виду, перебрасывали, то есть военно. И после уже, когда узнал, что депортировали родных и близких, уехал в Казахстан искать их. Ашмапаник я эфиря. Он нехдинг я эйт. Меня я эйт бош. Ваштави. Не понял. Поэтому я считаю, что каждый, поскольку сегодня говорит о своих, я вот интересуюсь своей историей, пытаюсь найти куски истории своего народа, народа Нохчи. Ни больше, ни меньше. Никому нету никаких презрений, оскорблений, унижений. Я надеюсь, что здесь не должно быть никаких, как говорится. Я же рассказывал, как у меня была ситуация с представителем. Одна сестра адыгейка, когда я опубликовал один из постов, написала, что вот эта скульптура, эта скульптура не о чеченцах, а скульптура посвящена именно черкесу. После чего я просто-напросто удалил пост, поскольку был неправ. И я всегда поступаю так. Если есть доказательства, то, конечно же, я доказываю или показываю это. Если нет, то я удаляю. Ассаламу алейкум всем, Ауховский район на связи, как дела вошла? Алейкум ассалам всем моим братьям с Ауха, братьям, сестрам, салам маршал.
нету никаких проблем с этим. Я не знаю, у кого какие проблемы с этим, но я считаю, что нужно, как говорится, отличать уже, к сожалению. Если говорить о единстве, но не я же начал делить нас, правильно? Я и не собираюсь и дальше делить, но раз вы называете отдельно, у меня столько материала просто скинули. 5 лет назад, 7 лет тому назад закидывали ролики, чисто старые чеченский фольклор или песни, чеченские песни старые, закидывают там древние там ингушские песни и так далее и тому подобное. Чеченские пословицы записывают, как эти пословицы. Материалы, видеоматериалы в Абхазии, которые воевали, представитель там, его знают, Нохчиош, о нем все знают. Он рассказывает, маленький народ, гордый народ там и так далее, там про дух. Взяли, вырезали, наложили, там якобы это говорят там не о чеченцах, а о других. Ну, такие подделки, когда есть, и ты людям говоришь, вот это ложь, зачем вы это делаете, если я ж нохчи была, нохчевик, адвитвез, очень мы не посягаем на... Ну, начинают возмущаться, о, гунядин, ты гунядин, это фейк, это не фейк. Да, фейк, если вы ложу, если вы врете, ну, на каждую ложь есть истина. Не нужно вводить в заблуждение людей, вот, что по картам, что по историческим материалам. Это моя проблема, если у вас есть проблема с этим. Какой делить? Ингуши давно отделились. Делить, не делить, это старая пластинка в войнах. Делить, не делить, ингуши уже не в моде. Ну, вот так, как говорится. Я своих же я не делю, свои тейпы я не делю. Я говорю, как есть. И когда меня спрашивают, Иру, Мелхе, Уастхо, Акка, или Чеберло, или Шотуа, или там Нохчмахуай, кто я, или Аухуай, или Кистинс. Я говорю, как есть. Это Нохчи исконно были, есть и будут всегда. И вот, ни больше, ни меньше. Конечно, есть. Сейчас вот мы нашли еще пару карт, мне прислали очень хорошие карты. Одна немецкая или французская, одна английская. И там вся территория Чечни на английском языке. Нет, на французском языке написано, что вся территория Чечни написана как Зурзукетия. Ее не я делал, карта 17 века, еще 16 или 17 век. И написано, что Зурзукетия это Чечня. Ну, вся территория Чечня, Ингушетия, там как Зурзукетия написано. Вот. Ни горный район, ни там выделить там кто-то, что-то. А вот как есть написано. И если я публикую, это же не обозначает, что это плохо или что-то. Есть карта, есть факт. Если я подделаю карту или подделывал бы, вот поймайте меня на этом, что я это подделал, что это фальсификация, и опубликуйте. А пока есть документ, значит это есть сей факт. Они до сих пор доказывают, что все, кто из наших, ну, это их проблема. Это их проблема. Завтра, послезавтра, вот, когда возникают проблемы, ну, мой тейп, я знаю свой тейп, прекрасно знаю, из нахчмахоевцев, и многие другие, и Шонуай, и Бейнуай уже, и всех приписали уже, я не знаю. Мы сами не знаем, откуда у нас происхождение, а вот там некий маразматик старый сидит и говорит, они там, оказывается, открыли это, и они все наши. Это, конечно же, ерунда, чушь собачья. И плюс ко всему, шатойский кластер Хаккой, что он переселился там, из галашек переселился и так далее, и тому подобное. Просто-напросто там все четко написано, что он проживал там-то, чеченского племени, Хакко чеченского племени. Нет, это не зачитывает, а то, что он
якобы теперь уже являющийся из ингушского села, вот это они подметили и закидывают. И это делают самый такой якобы крутой монстр, который знает историю. И пишет такую ерунду, чушь пишет. Разоблачал уже 33 раза. Ни Хакко, ни Пхамто не являются, ни Эшбато не являются ингушами. Это исконно чеченские тейпы. И никогда не были. Были бы, они сказали, что мы есть, но они не являются ими. Карта есть, конечно, где чеченцы отдельно написано, дзурдзуки отдельно написано, глигвы отдельно. Есть такие карты. Есть. Вот передо мной карта 18 века. Шамиль КВК. Так вот, там чеченцы написано в 6 вариантах. И что, это все чеченцы разные? Мичикизовцы, качкалыковцы, кисты, мирные чеченцы, горные чеченцы. Вот прямо передо мной карта Броневского. Оригинал карты. С книги «Кавказцы». 1750-1820 год. И что? Нет, эта карта не нравится. А вот если Вахушти Багратион, ну Вахушти Багратионе где-то написал глигвы отдельно, чачаны отдельно, дзурдзуки отдельно, кисты отдельно. И что это обозначает? Это обозначает, что они все отдельно? Вы хотите сказать, что наши Дышни, Майстуай, Хильдиаруай, Хачруай, Эхка и все остальные, что они не являются чеченцами? Я еще не всех перечислил. Ченты. Так вы спросите, кем они являются. Они скажут, мы 200 лет, да, носим имя грузинская кистинца, но мы ногчи. Их корни ногчи. Они все их, вся их кровь, весь их род находится здесь. Мы считаем себя ногчи. Мы есть ногчи. Кем мы себя считаем? Потомками Ноя или народ этой местности? Это не ваше собачье дело. Кто это там поднимает? Мы сами как себя называем, мы знаем. А что какой-то Иван пришел там назвал, или Гога пришел там назвал, нас это не волнует. И вас это не должно волновать. Если по отдельности. А так в истории, да, часть Ингушетии называлась Дзурдзукетия или Кистетия. Часть, но не вся. Точно так же часть Чечни называлась Дзурдзукетия, тоже не вся. Возможно, Осетия называлась по-разному, частями, как дегорцы, иронцы или как там, кударцы. Может, у них тоже так же было. Адыгея тоже по-разному, по кускам называлась. Сейчас там и черкесы, и адыги, и кабардинцы, их тоже разделили. Но это же не обозначает, что они разные. Врать все мастера. Сесть и великие а-ля историки. Поэтому хотите поговорить, хотите задать вопросы, есть прекрасная возможность. Не нужно потом в директе писать, вот ты это сказал, ты то сказал. Вот, зайди в эфир. Не сочкуй, не буду я говорить другое слово. Не нужно быть трухой какой-то, куда ветер подует, туда и лететь. Зайди и задай вопросы. Не обязательно ведь материться. Я это слышал, я это слышал. Вашу гниль, грязь со своего сердца уберите. При встрече же вы все равно ничего не скажете или отвернетесь. Или подло сделаете. Саланделаишт элири, мударцига, мичер хажо. Где ты прочитал? На какой карте ты увидел? Есть ли у тебя информация? Мне во дворе бабушка там рассказала какую-то сказку, стих, или моя прабабка рассказала. Это не катит уже. Время другое. Фиксировали все. В то самое совковское время даже фиксировали. Полевой материал от Орстхоевца, которому 8-6 лет. Там и так далее и тому подобное. Вот и все.
Каждый должен заниматься своей историей. Если есть вопросы, которые переплетаются, ты можешь поинтересоваться. Поинтересуйся, постарайся узнать, что было общее между нашим народом и вашим народом. Было ли это или не было? Были у нас общие герои или не были? Спроси, поинтересуйся. Если ты бивень, но это проблема твоя умственная отсталость, это не проблема чеченского народа, это не проблема там других народов. Это твоя проблема, если у тебя с котелком вообще проблемы большие. Да, Роберт, есть такое, историки говорят, что так называлось. Раньше она немножко иначе называлась. Но это сейчас, я не знаю, насколько Ленин, не Ленин. Это сейчас не буду я влазить, как говорится, в эти дела. Там же тоже есть западенцы, не западенцы, там другие. Западная Украина, там часть, где проживают венгры, часть там, где другие проживают. В эти дела я влазить, конечно, не буду. Это их личное дело. Вот. Когда уже не могут обосновать ничего, начинают к личности прикапываться, начинают финансирование, где ты работаешь, искать и оскорблять, и делать все, что угодно. Ну, это проблема их. Вот. Это проблема этих людей. Поэтому я не могу сказать, что... И не говорю, что я там прав на все 100. Ты можешь сказать, можешь показать мне карту? Я тебе скажу, давай я тебе покажу. Поверну карту, где это написано, как это написано, покажу. В оригинале, не в электронном даже версии, если у меня есть. Остальные карты, все, кто мне присылает, посмотрите, они на аукционах наши ногчи, ДРС, Хилсан, ребята ищут их. На аукционах фотографируют, находят в интернете, в высоком разрешении, присылают. И мы всем нашим потомкам, все, кто является от народа ногчи, показываем, где жили чеченцы, где жили грузины, где жили сюли, где жили гунки, новые. Чем больше мы находим, тем больше мы публикуем. Пускай возьмут братья адыги, нагайцы, я не знаю, кто, кумыки, остальные, увидят, что есть версия. Но рисовать, там, мы наши, нуцалы там проходили мимо, там чай пили, мы там баранов пасли, это не история. Это не история. Если ты владел чем-то, если у тебя что-то там было, докажи. Вот и все. Обоснуй. Поэтому я не влазю, еще раз я говорю, я не влазю в историю Дагестана, когда я начинаю говорить, что был выход на Каспийское море. Нет, это исторический факт, что у прибрежных частях между речи Терека и Сулака проживали и кумыки проживали, и ногчи проживали вместе с ними, и турки-месхетинцы проживали. По соседству с нами жили андийцы, дидойцы. Вот и все. Придраться, когда к нечему, начинает он ахштает, не он горяет, не тебе проплатили, тебе это сказал. Этот еще один шнырь, безграмотный баран написал там, им запретили, мне никто не запретил ничего говорить. Я не политикой занимаюсь. Я занимаюсь своей историей. Если ты, баран, по указке пишешь, а когда тебе говорят остановись, останавливаешься, это другое дело. Да, были вопросы, когда там начали там наговаривать на меня, говорить, что я там не останавливаюсь, каждый день говорю там про соседей. Я не говорил каждый день про соседей. Я имени не упоминал. Я говорил только про одно. Когда вы катите бочку, будьте любезны знать, что здесь остановят эту бочку.
И каждый должен говорить о своей истории. Или о братстве говорите. Но вам рассказывать все, что хотите, Зелимхан, Шейх Мансур, Бейбут Таймиев и всех остальных национальных героев Нохчи народа оскорблять, и мы Байсангура Биноевского, который никогда в жизни, в принципе, никогда до вас дела даже не было. Все время воевал, занимался, он на восточном секторе воевал, нашей родине. Зачем мы к нему прикопались? Я это говорю тем, кто это делает, у которого мужества одного волоса Байсангура Биноевского нету. И вы пытаетесь свои вонючие поганые рты открывать про него? Или про гениальность Бейбулата Таймиева? Кто вы такие, чтобы о них осуждать или что-либо? Никто. Почему я не говорю про лезгинов? Почему я не говорю, в принципе, про нагайцев? Понимаете? И все остальное. Почему не говорю? Потому что эти люди ничего плохого нам не говорят. Башлам, Ханан, фамилию, Йоусхирю. Я не понял. Нейм, клен, что за вопрос? Башлам, Ханан, маршаллу. Дейл, маршал, хил, дерес, хил. Дерха, сунсайнан, фамилия. Мюхтай, паню, мюшбу, санен, хуай. Асидо, сундука, без. Хаккуай, пхамтуай, нихлуай, варандуай. Үш сасиду, сундука, без. Yok ayatlar duqiyiz sanayin xoy bol so halqayn деша yok ayatqa да дуq ахвалуш. Вот поэтому де хой бойс садуq тайп на что сагер граспалма бах мелхи чармой харачой цуантрой чартой это все мои близкие тайпы. Ну уж шуаной гвардлой я и вообще молчу. Белхтой. Это все мои близкие тайпы. Поэтому эхки, чеберлуай, уарсвай, именно уарсвай. Амин везендер. Поэтому не знать, я, может быть, я не говорю же никогда, что я хунядин башлам Исаев, Хунейн, Милу, Дейласун, Цахаун, Оша. Вот. И когда вы считаете, что это нормально оскорблять и переходить на личности, национальных героев или на тайпу, я молчать не собираюсь. Когда говорили про Зелимхана Харачоевского, все, что там, это написал кто эту писульку? Офицер царский, который сам считал Зелимхана Харачоевского бандитом. Он, конечно, не напишет ничего хорошего, что люди радовались, ликовали, когда там его... Что за сказки? Какие красные ковры? Что за чушь пишут? Исаев, Хусейн, Исаев. Какой Исаев? Ты про Итумкалинского Исаева говоришь? Поэтому дела сунхайетря Итон қаларуи дела сун пүч питам целя сун вала сун издекца дон оша. Я не знаю. Вот. В нашей истории было очень много изъянов, проблем, кровной мести и так далее и тому подобное. Да ладно, он темный. Сейчас, подождите тогда.
Поэтому надеемся, конечно, что каждый будет заниматься своей историей, нежели чужой. Ага. Проблемы нету, вы пиджаки, очи, хумдочи, мадайте просто дома немножко, когда, алейкум ассалам, я стесняюсь там одевать пиджаки, рубашки, садиться там, чтобы вы не думали ничего плохого, что я там начинаю куралца есун, что сванталца диес, куралца диес сундер. Пытаюсь как-то по-простому пообщаться, не потому что... Да, Ансар, ёкту апсанбая. Ютубе задай вопрос повторно, он не увидел. Что за вопрос? Али Исаев был, Хусейн Исаев был, и как и Али его брат, является Чантиба. Ассаламу алейкум, башлам, душу, все ваши капризы. Да, война, пытаюсь. Но почему-то, к сожалению, не все это понимают. Шляпца Юшсон, Баркалдейр Эсхил. Шляпнаш салелиоса, варидайш салелин шляпнаш. Ну, не знаю, может быть, если бы я говорил про Украину или что-нибудь, тогда не 28, там, 128, 228 людей было. Пясамю. Да. Какой вопрос? Я принципиально не отвечаю на личные вопросы, которые присылают. Не хочу. Никто никуда не отправил. Посмотрите видео, они сказали, просто заявили, что они готовы на любое указание главы государства. И все, никто никуда не поехал. Все у себя дома. Насколько я знаю. Хачатурян Ашот, прошу автора рассказать историю, связывающую типа как некоторые каналы, что ингушей корни наши. К сожалению, я не ингуш и не армянин, уважаемый Ашот. Рассказывать о ваших корнях или их корнях я не буду. Этот вопрос вам нужно задать им непосредственно. Поскольку если я буду рассказывать об этой ситуации, будут сразу недовольны и говорить, что вот Башлам у себя в эфирах обсуждал. Я не обсуждаю. Если бы ты спросил конкретно, что связывает чеченцев и армян, я бы сказал, там, допустим, приблизительно, что я знаю, что примерно вот нас связывает. А что касается армян и ингушей, будьте любезны, спрашивайте у ингушей, что вас связывает и какая есть информация, какие есть легенды, спросите у самих ингушей. Я не ингуш, я представитель Нохчи народа, и у нас своя история. Поэтому ничего такого нету. Как это хорошо, а то я думал, тут не надо ему вообще туда. Не понял вопроса.
Дальше. Башлам, ты только чеченские истории знаешь или как? Нет, у меня направление даже не регионоведение было. У меня направление было история, международная история, история России. Поэтому немножко знаю другую историю. Башлам, ведь ингуши вас к себе приписали. Но это его проблема. Я не занимаюсь приписать. Ну, это болтун этот. Генерал, не знаю чего приписал. Ну, Эшбату это исконно ногчи тейп. Больная фантазия старого маразматика. Мне до него дела нету. Но сейчас он начал активно оскорблять черкесов. Это я понял уже по разговорам. Ну, скидывают, по крайней мере. Шубзуха, ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Можно вопрос? Можно. Башлам, вай месяц Раджаб один из запрещенных месяцев. Запрещенных чего? Ну, вроде бы воевать то, что нельзя, ты имеешь в виду? Вроде бы да. Ну, 3 месяца до Рамадана месяца они Иса Хусейнч Антиор, да. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Запрос 2 раза присылал Рамазотти, я принимал, почему-то не показал, я не знаю. Если кто-то хочет проверить, отправьте запрос, дойдет или нет. Я приму вас в эфир, посмотрим, это проблема непосредственно наша или нет. Точнее, связано ли это с Инстаграмом или нет. Нет, но я же провожу не какие-то, я не знаю, тематику, которая оскорбляет каких-то чиновников или что-либо другое, поэтому у меня по донатам вообще ничего, очень мало бывает. Нету таких больших поступлений. Да и мало у меня людей бывает. Ни сотни, ни тысячи. Я думаю, Башлам это хороший фундамент, заложенный в царские времена, в сегодняшний день, который потихоньку навели достроить. И со временем Балибул, Микшду. Именно по какому вопросу? Валикум салам, Шамиль. Конечно, любой вопрос от Ауха до Серноводского района, от Панкиси и всех остальных мест мы готовы, алейкум ассалам, ответить на вопросы касаемо нашей истории, нашего народа. По крайней мере, то, что я знаю. Снова же, не сильно мне хочется лезть в какие-то геополитические вопросы. Это немножко и сложно, и у людей горе, у всех. С какой бы стороны это ни было, это горе. Поэтому надо это осознавать, на этом хайповать вообще не стоит. Это добром не кончится. Поэтому решение, надеемся на скорейшее решение. И дай Бог мира всем. Война это плохо. Где бы оно ни было, в каком бы... Ну, конечно, есть много вопросов. Когда это происходит в каких-то арабских странах,
и войну начинает, там, допустим, непосредственно США начинает войну, никаких санкций, паники, там, а почему это сделали, почему то сделали, такого не бывает. Находится какой-нибудь Колин Пауэлл, который придет Совбез ООН, потрясет белый порошок в капсуле, и все. Можно убивать миллионами иракцев, можно разводить войну в Сирии, можно все что угодно делать. А вот на европейской части это уже все, весь мир спал. Я не говорю, что это хорошо, это плохо, нет. Но жизни мусульман ничем не хуже жизни или украинцев, или европейцев, кого-либо. Поэтому каждая жизнь дорога. И очень политика двойных стандартов в геополитическом понятии этого слова, это, конечно, нехорошо. Мы видели, что в Сирии, в Ираке, да в Афганистане миллионы людей погибали, сотнями тысяч людей погибали. Но Facebook работал, Instagram мы работали, все работало, все было нормально. Стоило задеть европейскую часть, возникла проблема там у НАТО, России, Украины. Все, весь мир затрещал, все начали только об этом говорят, раскидывают, распространяют, фейки распространяют, страшная сила. Мне прислали фейковые видео, которые были еще лет 5 тому назад, когда вот эта тема еще со времен Крыма, там был некий грузин, который там про чеченцев говорил плохо, там, побреем их и так далее и тому подобное. Это этот Удодбы. Дрыщавые. Но это сейчас закидывают, якобы сейчас это против чеченцев и так далее. То есть разжигают по полной программе, забрасывая старые видео, забрасывая старые какие-то обстрелы. Или вообще берут войну в Нагорном Карабахе, и некоторые моменты закидывают по... Ну, такие вещи люди вот занимаются, я не знаю, чем они гордятся. Вы не видели ни одного поста у меня про войну. Я не хочу загружать, честно сказать. Это... Я не считаю, что гибель людей это тот или иной способ на этом зарабатывать. Я не средство массовой информации. Поэтому не хотелось бы это обсуждать. Но надеюсь, что желаю всем скорейшего решения этого вопроса и так далее и тому подобное. Да, могу ответить. Flashlight HD pack. Проблемы Instagram. Просто Боба Шла. Ибраим, я твой запрос принял. Но почему-то я не вижу тебя в эфире. Ибраим, давай я сейчас перезагружу эфир и сразу запрос отправь. Я сейчас перезагружу, еще сразу чего Аллах Хазаруэщихо. Давай я сейчас перезагружу, уважаемые друзья, не теряйтесь. Я сейчас перезагружу, и мы постараемся, получится или нет. Эфир сейчас продолжится. Дайте 1 минуту, и мы продолжим эфир.
Несмотря на то, что у нас очень непонятная ситуация с Инстаграм, почему-то 318, почти что, или 380 человек побывало в нашем эфире. Вот. Şimdi başla. Ну вот я принял и бряшку, не принимает. Значит, Общее проблемы с Инстаграм, Инстаграма dik boş da boş. Фейсбуком. Как я Интернет у выключил, меня вроде бы тогда тот же вот самый китапка вышла. при загрузке. Таботу boş. Ничего не поменялось. Şu hatta Значит, вот проблема Onsuan bu ay hayatım. есть. Şu По hatta крайней boş. мере, с обратной связью проблемы есть. Hemen boş da boş. Эфир невозможно сделать. Давай выключил. Ну, имеется в виду, то есть принять в эфире нельзя. А так звук не отступает, как бы не опаздывает. Слышно меня, видно. Да нет, вроде бы по Сбербанку присылали, все доходит. Через PayPal ничего не знаю, работает ли PayPal, честно сказать. Мне давно не отправляли. Вроде бы, может быть, работает. Я не могу сказать вам однозначно, работает или нет. Если отправят, то, конечно, скажу вам, работает ли PayPal. Но по 4 человека вот сегодня прислали донат. Донат доходит, вроде бы Сбербанк работает, значит, Инстаграм, Сбербанк взаимодействуют. Что там происходит, я не знаю. Наверное, обратной связи нету. Тебя не видно и не слышно. Ты сейчас серьезно, что ли, говоришь? Все хорошо, слышно, видно. Брайан, ты так шутишь или что? Меня не видно и не слышно? Ага. Башлам, если придумать чеченскую машину от Чечмачин. Не понял вопроса. Интересно твое мнение насчет войны на Украине. Мое мнение, я противник любой войны. Вот мое мнение. Я очень сильно надеюсь, что в ближайшее время скорейшим образом этот вопрос решится. Вот мой ответ. Мое мнение. Ну, я не уверен, что чеченская мачин, что это слово чеченское, не думаю, что это так. Когда я позвонил, тебя не было видно и слышно, а так зрители видят нас. А, все понял. Нет, я не напечатал свои книги. Я вам рассказывал про книгу, какая ситуация с книгой, что это дороговатое удовольствие, поэтому пока ничего подобного у меня не получилось. Думаю, что и не получится, поскольку сейчас у меня не самое лучшее время. Вот в ТикТоке страницу я закрыл, хотя многие говорят, что там очень там, якобы можно позаработать и так далее. Но я не знаю. Я не переходил по ТикТоку. Честно сказать, немножко даже не та тема. Как и что делать, я там не знаю. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Я не папа римский. Я папа нахчийский. Так что вот так вот. Башлам, нордийцы пропали, политика растет, история неинтересна. Но и в политике никто ничего не добьется, поверьте мне.
Говорить о политике, конечно, можно, если ты хоть немножко в ней разбираешься. Если ты норнеец, то это ты ими останешься. Что вы хотите узнать в политике? Harvard, все. Удачи, Harvard. Мокшош муева. Дал духуа хуэл. Дал сидуэл. Как раз я сегодня рассказывал о тебе нашим зрителям. Об ты цавяна уж хазесун. Гочуэлла маться, пока заняты больше терду. Отключись, брат, тебе это не нужно. Чего не нужно, я не понял. От чего отключиться? Работу ведем, не останавливаемся. Да, не знаю. Может, потому что я не говорю об Украине. Брат, если тебе что-то мешает, сам вырубись. У него, походу, дефицит внимания. Ну, не знаю, может, 2 час ночи, поэтому люди. Цанец, а донь что уж, конечно, подключается. Я им стал духа хваль. Ибраим, в Ютубе видно, сколько человек. Башлам, 1 час, а не 2. 2 час, я имею в виду. Открыто скажи, что по этому походу. Открыто скажу тебе по этому походу. Если у тебя маст есть туда, подкатить, у тебя есть возможность. Можешь идти к военкомату и вперед. Я же сказал, открыто и всем доступно, понятно. Я противник любых войн. Но я не президент, я не решаю такие глобальные вопросы. Еще раз, для непонятливых. И вам не рекомендую. Вы не политики, вы не президенты, вы никогда не управляли сверхдержавой. Вы не знаете риски и опасные какие-то движения для своего государства. Поэтому судить я не буду ни тех, ни других. Мир сам осудит, кто что. Ну, значит, это не проблема ваша. Это, видишь, люди как-то... Я нохчу. Конечно, не нужно. Конечно, не нужно. Так, лысый Шрек. Башлам, почему сейчас осетины показывают, что они не враги, а тем временем ингуши показывают свой нацизм? Ну, у осетин с нами нету никаких проблем. В принципе, как таковой и не было. Вот. Кроме некоторых вариантов во время войны. Ну, эти моменты мы знаем прекрасно, кто здесь был. И кроме них, кто здесь был, мы знаем. Вот. Им с нами спорить незачем, в принципе.
Ну, появился там один Ишачелла, там рассказывает какую-то ерунду, прикидывается себе там, я такой-то, я сякой-то, этот фрик какой-то. Я понимаю, ты ночи, я Даргинец, смысл прямого эфира в чем? Смысл прямого эфира общения, изучения истории, исследования истории моего народа. Вот, географии, культуры моего народа. Вот. И больше, не меньше. Ну, фрик один выступил больше, а как таковой других проблем с осетинами у нас, по крайней мере, они ничего не говорят, мы не говорим. Вот. Там возмущается, там, я там выступил, я сказал, мы там, ну, то чушь несет, конечно. Фрик – это человек, который сам из себя ничего не стоит и прикидывается там, как, не знаю, как то, только твоего народа. История моего народа, если как-то это касается и касалось твоего народа, история чеченцев и даргинцев, если есть какая-то взаимосвязь, я об этом могу рассказать. А так, Кавказ, конечно, общий дом. Но если каждый будет заниматься своей историей, это будет лучше. Дабы не обижать других, потому что, в принципе, как таковой, с даргинцами у нас ничего плохого, в принципе, не было. Ну, мало ли. Расул Альдиев. Пошла правда, что осетины пришли на Кавказ в 13 веке с каким-то шиитом, который хотел, чтобы Кавказ стал шиитским. Ничего подобного я не слышал, честно сказать. Сейчас уже можно выдумывать и приписывать. Пришел с шиитом, то они пришли с Тамерланом, то они пришли теперь уже с шиитом. Да я считаю, что это ерунда, честно сказать. Если таким образом хотят указать, что осетины пришлый народ, ну, надо доказывать это. Таким макаром можно сказать, что кумыки пришлый народ. Вот, что любые тюркоязычные населения здесь пришлый народ, можно сказать. Автохтонных народов по той же теории Блюменбаха 5-6 народов, не больше, остальные в основном пришлые. Но разве об этом сейчас речь идет? Когда и в каком веке появились, сказать однозначно маловероятно. Потому что вот в грузинских источниках овсы, именно как овсы, они описываются. И вроде бы они есть еще со времен Чингисхана. То есть это и раньше. Не знаю, насколько это достоверно. Башлам, норница от тролля не отличить. Вполне возможно. Ну, тролль это человек, в принципе, это, да, синоним. Даргинцы не тюркоязычные. Я не говорил, что даргинцы тюркоязычные. Это ты говоришь. Я сказал кумыки, нагайцы. Вот. Но я не говорил даргинцы тюркоязычные. И кто-то задонатил. А, нет, не задонатил. Это мой брат перевел то, что я ему попросил перевести. Я аж удивился, честно сказать. Но ошибка вышла. Прошу прощения. Хотя по сумме сразу можно было догадаться. Короче, Аллах Ашвух. Ну, не могу сказать, что Аллах Ашвух. Бадруди, дошел твой перевод. Валикум ассалам. Я не ингуш, я нохчи. Я тебе 100 раз сказал. С чего вдруг я должен быть ингушом? Все, дошло, Бадруди, дошло. Сейчас только что дошло. Сом само донаты айтерме аштиацверлер.
Потом увидел сумму, понял, что это точно не донат. Тересхил. Counter-Strike играл лет 20 тому назад. Считай, что это донат от меня. Не. Смешно, бодрый, но это не донат от тебя. Руслан Битоков. Руслан, брат Адыг. Ассаламу алейкум. Разница в чем? Разница как земля и небо. Норчи это норчи, ингуш это ингуш. А то я и так у тебя много прошу. Mortal Kombat я играл, наверное, когда мне было лет 15, кажется, 16. Или нет, 16. Может, чуть больше. GTA не играл. Никогда не любил. Vigilante играл, Need for Speed играл, Counter-Strike играл. Больше не играл. Я многие игры не играл. В Дэнди я играл. Это была игра моего детства. В танчики, в Марио. Вот это, если бы ты спросил, вот это я играл. Наверное, и сейчас бы сыграл, если бы это было. Мне очень нравится. Детство вспомнил, наверное, которого у меня не было. Благодаря 2 войнам, которые были на моей родине. 1.6 это легенда и останется. И танчики, Дэнди, да. А дагестанцами и чеченцами в чем разница? Дагестанцы это не народ. Это Дагестан, это целый ряд многих. Чеченцы это один народ, а дагестанцы это не один народ. 18 лет ты играл в Mortal Kombat. Я помню. Да. Один и 6 контур. Есть что. Башлам, Дэнди, Хазбик, Дар. Не понял я. Дэнди это игра моего детства. Эх, мне бы. Брат Руслан Битоков задонатил, написал Нальчик от братьев Черкесов. От всей души, братан. Дай Аллах, чтобы все, что у тебя было, в 100 раз примножил, 1000 раз. Башлам, ты не прав. Гагай с их слов. Говорю, что они не души, и наоборот, все эти интересы. Я даже не знаю. Я знаю, что просто она называлась Counter-Strike. В тебе чувствуется национальная тема. А я не нужно чувствовать. Я и так говорю, как есть. Во мне есть национальная тема. Я люблю свой народ. Я националист, я не спорю. Но не нацист, а националист. Умеренный, так сказать. Башлам, вай до воинский бассейн. Башлам, вай. Бассейн дагион, дэр дагион. Ассаламу алейкум, Башлам. Это что, украинский трезубец у тебя на тюбетейке? Это Аллах написано. Никакой украинский трезубец у меня нету. Садко. Да. С чего я вдруг должен на пяс носить трезубец?
Я не знаю, я всегда... Какая это игра, не знаю, но слонобойку я всегда брал. Мне всегда нравилась снайперская винтовка. Или же АК-46, или 76, или я даргинец, альхамдулилля, я мусульманин, горжусь этим. Я нохчу, альхамдулилля, и я мусульманин, и я горжусь этим. Ничего тут такого нету. АК-47, да. Слон называется. Да, Бакар, абсолютно верно, брат мой. О, старая гвардия, Декстер, 95. Но если ты играл Кандиназеру или нет, я не играл в такие игры. Я же говорю, только в Дэнди, немножко в Sony, вот и все. Нет, я не играл в Half-Life. В Тетрис играл. Это игра моего детства. Все-таки добрые времена были. Но все испортили войны. Да, абсолютно верно, Джо Голдо. Все испортили войны, конечно же. Будем, не ладно. Не играл я. Я же говорю, это версия контра. В Доту не играл, в другие игры не играл. Я играл только вот то, что я вам сказал, Counter-Strike, в Марио, танчики. Вот. Немножко играл в этот, как это назывался, Sony PlayStation. Вот. А так я не сильно этим увлекался. Längdal özüne в Чижика играл, в лесу играл. Но такие игры вы, может, не играли. Это дети, те, которые в Советском Союзе помнят. Башлам, у тебя на андроиде есть игры? Нет, нету. У меня сейчас только развивающие игры. Ну, Славомания, вот такие вот игры, других игр нету. Да, абсолютно верно. Казаки-разбойники, в Чижика, в догонялки, что только не играли. Не я, но я не есть такой я. В 2005 году выиграл чемпионат РФ по стратегии. В ножики играли тоже в детстве. Рисовали круг и ножом в землю. Ножики тоже вспомнил сейчас. Вообще, мое детство было очень активно. Дети были иные. Мы везде лазили по крышам, прыгали в сугробы. Это все детство. Как мы заходили в озеро и ждали, пока пиявки прилипнут к ногам. Всякое было. Детство было иное, не то, что сейчас. Вот. Сейчас другое. Войнушки все время играли. Если бы мы знали в то время, что у нас будет война. Но в то время всегда были фашисты, были советские. Вот из дерева делали оружие. Вот. До телефона в детство было, да. От бутылок крышки. От бутылок, да. Бутылки крышками.
Было такое дело. Потом уже, когда была война, играли в мелочь, когда в кирпич ударяли и монет. Все было. В Дагестане когда будешь? Не знаю даже, как получится. Пока, в принципе, надобности пока нету, но постараюсь. Дерери, Пугач тоже. Помните, после, кажется, Первой войны мы из трубок из комбайна делали, вырезали трубку из комбайна, вставляли боевой патрон, затачивали защелку, замок такой, резиной натягивали и боевые патроны стреляли. Я не знаю, как это называется. Эта тема была у нас. Патронов после Первой войны очень много патронов оставили российские войска. Ну, то есть они-то не оставляли, но они остались, как говорится. Их взрывали, они исковерканные были, но мы ничего не боялись. Порохи, парашюты собирали. Детство было такое. Да, это было время, конечно. Сегодня расскажешь, никто не поверит. Помню, вот эти большие парашюты на вес золота были, когда вот эти парашюты находили, зацепляли к большому дереву, и он как этот гамак получался, это вообще такое время было, такое детство. Я не знаю, запрос отправляет некое и снова здравствуйте. Эта девушка отправляет запрос, но, к сожалению, это не от меня зависит, но походу Инстаграм лагает очень сильно. И написано, не может присоединиться. Я принимаю вас, но вы не можете присоединиться. Да, Берянчики, Гамакках, Берянчик, ой. Цуте хороший. Но детство такое было. Зимой майданили, за машины цеплялись. Лянг туар, лянг. Бабушка вечно мучила, говорила, лянг налозен, чунщику аграз хербу олар. Футбол играли. Ну, все время были на улице, все время. А когда осень, зима или когда что, у кого была денди, собирались все у них к этому телевизору. Очередь там 8-10 человек, пока этот джойстик не передашь. Там, пройти там. Если ты супер специалист, то ты играл без... Там нужно было, чтобы проиграл человек. Вот так вот и прошло все. Детство, можно сказать. Когда не было войны. А война была всегда. Вот. Ну, Тахтарг, да, Тахтарг это вообще я был очень маленьким, таким юным. Короче, Ахле Урцул, братан. Короче, тебе то же самое. Тахтарг я играл в нулевом классе. Это, конечно, игра была еще то. А помните, вот из шестеренок от комбайнов, тракторов просовывали провод, делали из него вот этот. Берап üyesi хотталга бюле, берхайзош, так дойшел. Вот такое было наше детство. Это жестким проводом. Вот так росли. Игры 80-х. Да. Рогатки, войнушки. Это все было. Сейчас это... Духайзи, да? Сейчас это расскажешь, дети не поймут. Сейчас все как эти, я не знаю, сидят за телефонами, за компьютерами, на улицу не выходят.
не знают, что такое рыбалка, не знают, что такое охота. Все какие-то аллергия на пыльцу, аллергия на зелень, аллергия на лес. Когда говоришь, давайте пойдем искупаемся, никто не хочет. Я сколько прошу, никто не едет. Мне нравится купать, в тереке купаться, в Сунже купаться. Это очень полезно для здоровья. Там столько микроэлементов. Но сейчас совсем другие люди. Сейчас я не знаю, что за люди, честно сказать. Молодежь. Было дело, Джоголдо. Но у нас, они же вольные ослы были, не принадлежали у нас, не держат ослов, они здесь паслись у терека, пытались вечно поймать и покататься на осле. Был такой приход тоже. Сейчас не купаются. Последний раз на тереке я купался 2 года тому назад или 3 года тому назад. Дядя, когда приехал, вот, раскопки делали, откуда федералы уезжали. Да, была тема. Это все, через что мы прошли, конечно же. Это наше детство, юность. Когда мне друзья задают вопрос и говорят, а ты в армии был, мне немножко становится смешно. Потому что Нохчи народ на армии, наверное, в армии 20 лет был. Мы знали уже по шуму, какие ракеты летят, мы знали уже, какие минометные снаряды, знали, какие патроны разрывные, трассирующие. Трассирующие патроны — это на вес золота. Знали, какие были патроны от Дашака, Шилки, гранатомет, снаряды, мухи. Ну, все вот это для нас, то есть, возможно, даже не все военные знают вот эти причуды, которые знают чеченские дети 80-х, 90-х годов. Мы все это знаем. То есть для нас это вообще как бы... Я лично находил несколько видов танковых мин, пехотных, эти самые опасные для простых людей. Лепестки, страшное дело очень, конечно же. Попадали рядом, именно там, где я жил, попадали патроны от АГС, то есть наконечники находил. Точно так же использовали. У нас в огороде была теплица длинная, ну, для рассады, для цветов. Она была обита деревяшками. И после очередного обстрела я нашел полностью изрешеченные вот такими иглами. Иголки были острые от бомб. Вот, тоже, короче, много чего. Поэтому через все это мы прошли, все это видели. Даудов обязательно от души. Башлама после штурма Рискома через неделю полностью в подвалах везде прошуршил. Так вот. Поэтому ни гранатами, ни оружием, ни пистолетами, ни автоматами чеченских детей 80-х, 90-х годов ты не удивишь, и они знали и так это все. Не потому, что они у них есть, а потому, что все это видели, прочувствовали на себе. Вот. Я думаю, как не удивишь ранениями наших, если остались с того периода, хирургов, которые повидали, конечно, страшную картину повидали. Сколько убитых, сколько студентов подорванных. Это сейчас не поймет никто. И когда какой-то шершавый очередной лахпед нарнийский пытается рассказать о войне, ну, мне, конечно, становится смешно. До боли смешно. Особенно мне нравится, когда они начинают нести эту чушь и говорят, а ты воевал? То есть я сяду в эфир при
всей там небольшой или большой аудитории, где я сохраняю эфир, я буду говорить, я воевал. Настолько тупые норнейцы, блин, я просто диву даюсь. Если ты рассказываешь историю или рассказываешь о войне, тебе не обязательно воевать. А если воевал, не настолько же ты тупой, чтобы тебе, барану какому-то норнийскому, рассказывать и говорить, где ты, что ты делал. Просто ты жил в этой атмосфере. Ты просто жил в этой атмосфере. Хоронил близких, родных, родственников. Это и не дай Аллах никому, конечно же, пройти через это все. Никому не пожелаешь. Вот. Поэтому рассказывать нам, что не спишь? Ну, не сплю, не спится, как говорится. Рассказывать нам о войне или говорить нам дал Уезел, рассказывать, что же, как же это, что такое война, и как все это не стоит, конечно же. И какой-то великий воин рассказывать представителю боевого народа, особенно, ну, старшее поколение это знает. Я не говорю сейчас малолетки, которые сейчас буквально выросли, не знают, что такое война, что не знают. Ну, как говорится, чеймуля, дейр мок. Да, ты хватил, человек я дел, между прочим. Вот такие вот, как говорится, вещи. Все было, братья мои, все было. Начали мы, как говорится, за здравие, закончили, как говорится, за упокой. Игры, свежий воздух, динамичные дети были, вечно ушибы, порезы, все было. И никогда почти что не болели никакими там заболеваниями. Это было, конечно же, такое время детства. Самый плохой это был тот, который курил в детстве. Вот самый плохой такой злодей, который курит. Пьет это уже больше старшему. А сейчас самый плохой, если скажешь, боюсь, что там может быть. Валейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Сейчас, конечно, все многое изменилось. Многое изменилось. Башлам вы лиспеч дагех антенш вызгалакш отражатель. Да. Отражатель это была самая тема. Потом появились вот эти тарахтелки, когда начали спицы сувать. Велосипеды, конечно, были еще те. Мистер Кшуш, в этой жизни все происходит по воле Аллаха. Да и в этой, и в будущем, везде все происходит по воле Всевышнего Аллаха, мой брат. И потусторонняя жизнь тоже от Аллаха зависит. И эта жизнь. Просто как ты относишься к этой жизни, как ты относишься к людям, которые живут, существуют. Вот. Эчерхо, да, я туда прищепку ставил, чтобы тарахтели. Да. А помнишь вот эти, когда из пустых гранатометов карбид ложили, одевали вот эту от белизны пробку, карбид взрывали. Говорили, что это снаряд от гранатомета. Поэтому, да так, обо всем. Я так понял про историю, когда начинаешь говорить, люди немножко суетятся, и люди иногда хотят поговорить о разных темах, и мы говорим о том, о сём. Какие вопросы, такие ответы, как говорится. Я не помню, как это называлось, но мы делали с одного конца прикрепляли длинные пакеты, с другого конца брали два болта. Этот болт один отвинчивали, ложили порох от спички
подбрасывали его. Когда он падал, он происходил взрыв. Я не знаю, как она называется, но типа пугача она была, только вот вверх нужно было бросать и на асфальт, чтобы вот эти два болта. Не знаю, как это, честно, как это называлось. Помнишь, как мы трассера автоматные пускали в воздух? Еще как помню. Ты не представляешь, Ян, что я... Один раз мы нашли... Алейкум ассалам. Ибрахим, прикид, в честь чего? Прикид не в честь чего, просто костюм у меня есть, но просто не видно было людям, что написано на белом фоне футболки, поэтому я делал костюм, чтобы было видно темного цвета. Порох, да и... Или, как говорится, какой привет, такой ответ. Кистин 45. Не понял, брат. Алейкум ассалам. Хотел рассказать одну историю. Ну да ладно, оставим. Шляпу надень. Аслан Никас, нет у меня шляпы. И усов нету, и шляпы нету. И белых носков нету, и штиблетов нету. Ну что ты, Ямс, да. Короче, мы нашли патроны от Шилки. Ну, ты знаешь, да, это большой такой патрон. И, короче, их было 4 штуки. И там 2 части. Сам этот наконечник и вот такая большая гильза. Ну, ты знаешь, да, надо потихоньку сделать его, расшатать, вытаскиваешь его. И в этой большой гильзе был такой еще крупноватый порох. Да, так вот, послушай. Мы посмотрели, он не трассирующий, это бронебойно-зажигательный патрон был. Наконечник, порох вытащили, то есть вытащили, этот оттащили друг от друга. Мой родственник, дурак, взял спичку в этот патрон, чтобы посмотреть. Вот так нагнулся, главное, в дырку. И спичку туда проверить, чтобы порох горит, засунул. И весь этот порох, короче, весь этот огонь в лицо. Хорошо, расстояние было чуть побольше. Полностью брови. Сколько нам было? Лет то ли 15 было, то ли 14 было. Полностью лицо, все брови, все обшмалил. Ну ладно, это куда не шло. Я смеялся, наверное, полчаса с него. Послушай, я самый умный, что я делаю дальше? Так, эту часть мы использовали. Я смотрю, а там какая ситуация? На этом, как говорится, наконечнике, на самом наконечнике, внутри был такой пистон. То есть он как попадает в пистон, этот капсула выстреливает, и после этого он уже должен. Там второй пистон был на этой самой боеголовке. То есть наконечники отшивки патрона. Я его переворачиваю. Бронебойный зажигательный я запомнил, потому что наконечник был красный. Это я точно помню. Я его переворачиваю, ставлю в землю. Вот такой наконечник где-то это был, как минимум. Беру проволоку. Хорошо, что хоть проволоку не зубилом. Я его переворачиваю, беру проволоку, делаю его как кочерга. И вот так с расстояния 40 где-то сантиметров или 50 сантиметров бью по этой капсуле, чтобы попасть. Попадаю, и он после этого где-то на расстоянии почти что метра полтора красным огнем горит. Вот такими вот дурными вещами мы занимались в детстве. Короче, вот так мы, конечно, после этого в гильзу больше никто не смотрел со спичкой. Порох высыпали, капсулы выкинули. Вот так вот занимались дурными вещами, экспериментировали, так сказать. Я сам-то жил рядом с Ханкалой, и там проблемы с этим не было, конечно. Ни с порохами, ни с патронами. Они после Первой войны, когда уезжали, они взрывали их, чтобы не отвозить, или списывали таким образом. От взрывной волны патроны происходили, деформация происходила. То есть
ставить оружие их не вариант, но они погнутые все такие искаженные были. Но вытащить наконечник, порох вытащить, и вот такие вещи, чего только не делали, чего только не придумывали. Минометный снаряд среднего размера, потом нашел покрышку старую от КамАЗа. Вовнутрь колеса положил эти снаряды и поджег. И полдня стоял на Атасе, думал, сейчас полгорода унес. Не, ну, минометные снаряды я никогда, честно сказать, не любил. Очень отвратительная вещь. Вот, честно тебе скажу, я видел людей, которые покалечились от этих минометных снарядов. Это конечно, страшная картина была, честно сказать. Очень страшно. Самое, что я ненавидел, это были именно минометные снаряды. Их очень трудно было узнать. Да, они летят со свистом, конечно, когда начинают падать, и они в нижние конечности в основном рубят. Не самые приятные, очень такая вещь. Не дай Аллах, конечно же. Она в основном против пехоты работает, если я не ошибаюсь. Хотя вот такие вот дети 80-х, 90-х годов выросли. Не было у нас ни юности, ни детства нормального. Фишка в том, что они только от удара боеголовки взрываются. Да, но они же, капсула попадает, они взлетают, и после, они же вот по траектории вот так летят. И когда падают ровно головкой вниз, желательно об что-нибудь твердое, тогда разрывается снизу. Да. Вот такие вот были вещи. Башлам, сегодня аудитория спит, походу. И Черхот, да нет, сегодня как таковой, я не знаю, то ли глючит страшно, заходит, выходит. Я просто, чтобы пообщаться, сам спать не хотел, поэтому пообщался. Сейчас осталось минут еще 7 или 10, пообщаюсь и тоже закончу, поскольку уже третья часть, 3 часа мы просидели в эфире. Я, конечно, мог бы чисто по истории, но сегодня как-то все про Украину, да про Украину спрашивают. Немножко про историю начал, как бы многие затихли. Да и в Ютубе тишина. Походу всем вот хочется посмотреть, что война. Всем другу понравилось, захотелось в геополитику поиграть. Задали несколько вопросов о том, что SWIFT отключает, PayPal не работает. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Германия рвежри, мудушу. Жил ипподромным РТС. Я, к сожалению, братан, в то время жил, немножко пожил где Луч, и в основном в селе проживал. 35. Ну вот, поэтому задали про SWIFT пару вопросов. Можно ли переводить, работает ли PayPal, тоже спросили. Ну, PayPal работает или нет, я не знаю, поскольку мне давно уже через PayPal донат не присылали. Ну, 3-4 человека прислали по Сбербанку. Сбербанк работает. Принять эфир я не смог, к сожалению. Принимал, но не работает. Инстаграм не работает. То есть 2 человека в эфире он не тянет. Видать, то ли слабая связь, но из-за этих отключений, походу, это все происходит. Да так себе, Германия ваша. Сегодня в основном мы рассказывали о... Нет, я не в Германии, я в Чечне. Я живу в городе Грозном, Нохчичуа я живу. Сегодня мы немножко поговорили в последней части о ностальгии, о прошлом. Какие игры были в Counter-Strike, как играли. Потом мы перешли в игры, которые в юности были. Вот так поговорили о хорошем, немножко вспомнили
свою юность, свое детство. Честно сказать, воспоминания – это один из самых лучших даров, которые нам Всевышний Аллах дал. Когда сейчас это вспоминаю, просто вот реально настолько вот в детство возвращаешься, и хочется вот, я не знаю, все это повторить, это просто прекрасно. Это беззаботное детство, это когда звали домой, когда ты макал хлеб в воду, а потом в сахар. Это, конечно, бабушка живая, там приготовит пломбиром. Хорошие времена были. До войны. Во время войны немножко сложно сказать, что было. Алейкум ассалам. Сложно говорить, что во время войны было хорошо. Но, не знаю, все от Аллаха. Может быть, Всевышний Аллах так захотел. Вот. Но сейчас, честно сказать, наш народ уже крайне редко можно удивить. Особенно войной, техникой или чем-либо. Убитыми людьми, сожженными людьми. То есть это война, конечно, это плохо, но этим не удивишь наш народ. То есть мы видели пострашнее вещи. Не где-то там, сидя, ты знаешь, за бугром, отправляя там кого-то, а вот почувствовали на своей, как говорится, коже все это. Поэтому мне тематика, военная тематика никогда не нравится. Я противник этого. Я хочу, чтобы люди жили, развивались в мире, согласии, получали образование. Но, к сожалению, есть агрессивная политика, геополитика, есть внутренняя политика. Вот порой агрессивная внешняя политика приводит к разным войнам. Первая мировая война, вот, Гаврила Принцип, когда застрелил австро-венгерского принца, кажется, началось с этого. Вторая мировая война, ну, когда Гитлер со своей идеологией захватил буквально за какие-то месяцы всю Европу. Вот. И надеюсь, что сейчас вот эти маленькие региональные войны не превратятся в очередную Третью мировую войну. Не хотелось бы, конечно. Я бы не пожелал своим детям, да и любым детям мира, чтобы они прошли через это. Поэтому надо самое главное – учиться, жить и размножаться. Вот. Как нам наша религия говорит. Само собой, все ради Всевышнего Аллаха. Воевать сегодня, я много раз рассказывал, мне всегда люди, которые заходят, рассказывают про войну, вот так вот так воевать надо, так воевать надо. Я хотел бы сказать, я говорил об этом еще до этой войны. Сегодня нету тех войн, которые вам рассказывали, как там во времена гусаров, там на поле вышли мечами один на один. Таких войн нету сегодня. Сегодня беспилотники, ракеты, крылатые, грады, мрады. Ты сидишь дома, не знаешь ни о чем. Бах-бах-бах, нету. Стерли, вообще не существует. Ни города, ни села. А ты вообще даже ни при чем, не знаешь, что это. Поэтому я призываю людей не к войне, я призываю людей к миру. Я призываю людей, чтобы люди учились, чтобы развивались, чтобы изобретали полезные вещи, чтобы занимались историей, географией, да чем угодно, только бы не война. Вот. Обычно болтуны, вот эти кнопочные войны, они сами никогда не воюют. Они любят всегда в стороне сидеть и наблюдать, пока все повоюют, а потом уже манипулировать, отправлять туда
кого-то загонять в долговые ямы, отправлять там и так далее и тому подобное. То есть корпорации, транснациональные компании, вот они и делают, поднимают цены на нефть, на газ, на другие энергоресурсы. Вот так и происходит вроде бы политика, геополитика, а потом оказывается, что это бизнес и не более. Сколько миллионов людей положили, ни в чем не повинных, разрушили такое одно из прекрасных государств, Ирак, Сирия. Но я имею в виду вот, географию и все остальное имею в виду, не обязательно режимы. Я не про режимы говорю. Я говорю про государство. Дамаск, Сирия, одно из самых лучших мест в арабском мире, богатых мест было, где были одни из лучших алимов в исламском мире. Во что его превратили? Нету фактически государства на грани. Один-два там больших раздробили по кускам. Ливия, цветущая, прекрасно, одно из самых богатых североафриканских государств. Разбомбили, раздербанили, на 3 части разделили. Сейчас одни бандиты, другие бандиты, но разделились на разные общества. Поэтому считаю ли я, что война это хорошо? Нет, конечно, не считаю. Ливия, Сирия, Ирак, ну, можно и продолжить. Непонятная ситуация в Ливане, непонятная ситуация в Йемене, которые обстреливают эти хуситы, не хуситы. Вот. Непонятная ситуация в Иране, кто бы что ни говорил. Вот. Непонятная ситуация, да и в самой Турции, хоть и вроде бы она цветущая, но в любой момент сотни, тысячи, миллионы людей выходят на улицы, начинают там то Аджалан, то другие курды, не курды, начинается вот эта тема. Поэтому это очень сложная ситуация, вы видите только поверхность, вы видите, вот их накажут по своим личным эмоциям, их накажут, их там убьют, там их это. Да, если бы об этом можно было бы говорить, если бы одна армия вышла на поле, другая армия вышла на поле, и они там, как в те времена, с саблями, я не знаю, там на лошадях и так далее. Если бы это такие войны были, можно было бы говорить о каком-то превосходстве одного врага над другим. Но сейчас таких войн нету. Сейчас грады, ракеты. Вот. А так гибнут мирные люди, гибнут другое. Ну, что про Палестину, это само собой, что происходит в Палестине. Лишили собственного государства, там фактически и не осталось от него ничего. Обидно, конечно, когда в арабском мире гибнут люди мои умы. Никто об этом не говорит. А стоило поднять тему в каком-то одном из государств европейских стран, то об этом орут и начинают. Поэтому я не сторонник войны. Вайбал был шумдати, вайлар дал ди шундуй. Вайцах эш, вайдей керчлар беш. Ламаз деш, ишткал ди залхицу. Я не любитель, и поэтому желаю скорейшего разрешения этого вопроса. А за кого-либо болеть или гордиться кем-либо я не собираюсь. Потому что мир должен существовать без агонии и страданий простых людей. На этом я заканчиваю сегодняшний эфир. Это последняя часть. Огромное спасибо всем, кто смотрел. 3 братьям, которые отправили донат. Дай Аллах, чтобы все, что у вас осталось, десятки тысяч, приумножилось. Масально дейрес хил. Пойнтир дол, сюгар сахал хитер делля, я саухум алля. Аллах дюх, пойнтир доллар дюх, шуг. Масер бюстей калюгил. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Не забывайте подписаться на канал. Если будут вопросы, пишите в директ, обязательно отвечу. Адикюэл.